Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на урок казахского языка, и мы с вами продолжаем изучать казахский язык. Начиная с сегодняшнего дня будет выпуск нескольких серий видео на тему временных глаголов. Почему это важно? Потому что, чтобы создавать такие предложения, как «я сплю», «ты ешь», «он играл», «я пойду» или «одевайся», поиграй и так далее. Вот эти все слова не являются глаголами, и мы их используем чаще всего на практике. Поэтому мы решили осветить с вами эту тему. Итак, начнем эту серию с настоящего времени. А настоящее время – это действие, которое происходит в наше время. Например, я занимаюсь репетиторством. Вы работаете полицейским. Ваш ребенок или твой ребенок ходит на секцию карате и так далее. Как это можно сделать на казахском языке? Возьмем для примера слово «играть». Играть – это ойнау. Когда мы говорим на русском языке такие слова, то везде ставим в конце «т» и мягкий знак. Играть. По-казахски ойнау в конце «у». То есть это буква «у», это эквивалент русского «т» и мягкий знак. Спать. А по-казахски уюхтау. Опять. Поесть или кушать. Тамак эш-у. Видите, везде в конце «у». Почему я это говорю? Чтобы образовать предложение, мы автоматически убираем этот «т» и мягкий знак. Вместо того, чтобы сказать «играть», мы говорим уже «я играю». «Т» мягкий знак убирается. То же самое в казахском языке от слова «ойнау» мы должны убрать букву «у». И что мы должны теперь сделать с этим оставшимся словом ойна? Это корень. Так же, как в русском языке игра – это корень. Вот что мы делаем. Мен – это я. Играю. Ойна. Потом суффикс и краткое. А потом в конце личное окончание первого лица. Мн. И получается я играю мен ойнай мн. Попробуем теперь второе лицо. А второе лицо у нас какое местоимение? Вместо «я» мы уже говорим что? Ты, молодцы. Ты играешь. Попробуем сказать на казахском. Ты это сен. Играешь. Опять ойна, корень. Потом суффикс и, краткое. И личное окончание второго лица. Сын. Хорошо. Получилось слово «ты играешь». Сен, ойнай, сын. Дальше идем вторая вежливая форма. Вторая вежливая форма какое-то местоимение. Мы говорим мен, сен, а потом что? Потом сиз. Итак, вы играете. Сиз. Опять ойна. Правильно, молодцы, корень. Потом что после корня? Абсолютно верно. Потом и краткое. Также идем. И теперь вспомните личное окончание второй вежливой формы. Второго лица вежливой формы. Сыз. Не забывайте. Не сым уже, а сыз. Получается, ты играешь. Сіз ойнайсыз. Ой, вы играете. Сіз ойнайсыз. Переходим на третье лицо. Он играет. Он это ол. Очень хорошо. Играет. Корень. Опять сперва пишем. Корень у нас ойна. Хорошо. Теперь пишем, что и краткое, суффикс, и окончание в третьем лице, хотя нет личного окончания, но мы, когда касается глагола, ставим «д». И получается ол, ой, най, да. Посмотрим, что у нас получилось. Первое лицо. Я играю. Мен, ой, най, мн. Ты играешь. Сен, ой, най, сын. Вы играете. Сіз. Ойнай сыз. Что-то я уже не вмещаюсь, да? И он играет. Ол. Ойнай да. Хорошо. Ну все тогда. На этом мы закончили настоящее время. Со следующих видео мы будем смотреть уже прошедшее время или будущее время и так далее. Спасибо за внимание. Увидимся на следующих видео. Не забывайте подписываться и ставить лайки. До следующих встреч.